Научно-исследовательский центр Гагаузии имени Марии Маруневич совместно с компанией Simples объявили конкурс на составление лучшей панграммы на гагаузском языке. Идея возникла у руководителя компании Дмитрия Волошина. Он отметил, что они больше года работают над созданием нового шрифта, который сможет объединить коммуникацию между всеми национальностями нашей страны. И при разработке столкнулись с тем, что не нашли в гагаузском языке готовых панграмм. Если мы хотим сделать нашу страну процветающей, красивой, крутой, мы должны вкладываться в это. Не ждать, что страна это сделает все сама. Каждый понемножку должен вносить вклад для того, чтобы наша страна процветала. По словам организаторов конкурса на лучшую панграмму, это шанс обогатить родной язык. Была создана комиссия, куда вошли ведущие специалисты в области гагаузской филологии, ученые, исследователи. Для участия в конкурсе было подано 15 заявок. Из них первое место присуждено Татьяне Долговой. Она отметила, что впервые участвует в конкурсе. Это правда очень здорово, что у нас в Гагаузии есть такие конкурсы и что у нас есть возможность в них участвовать, показать, на что мы способны. Второе место заняла Александра Кристева Юларжи. Она рассказала, что, узнав о конкурсе, безоговорочно приняла решение об участии в нем. Но, как оказалось, писать панграмму – нелегкое дело. Но когда начала составлять панграмму, поняла, что не так все просто и не так все легко. Пришлось побороться с нашим гагаузским алфавитом. И мне удалось обуздать наш гагаузский алфавит до буквы А. Вот в моей панграмме повторяется только буква А. Больше ни одна буква не повторяется. Автором панграммы, занявшей третье место, стала Валентина Бужилова. Организаторы наградили всех участников конкурса. В нем приняла участие депутат парламента Республики Молдова Иванна Кёксал. Это не просто конкурс, это азартный конкурс, это захватывающий конкурс. Я узнала за 2 недели до окончания конкурса и, конечно же, тоже решила попробовать свои силы. Это и в самом деле ты ждешь, чтобы все в доме заснули, чтобы никто не летал, и ты зачеркиваешь буквы один за другим. И одновременно работала над 4 панграммами, надо было все силы кинуть на одну. Сегодня приоритетами нашей автономии является индустриализация экономики и сектора IT. Власти Гагаузии стараются больше всего инвестировать в образование, отметила глава региона Ирина Влах. Башкан выразила надежду, что такого рода конкурсы заинтересуют детей автономии, и в будущем профессии в области IT будут более востребованы. Огромное спасибо всем конкурсантам, огромное спасибо всем участникам за то, что вы вовлеклись в этот процесс. И теперь в программе ОНЕСТ гагаузская панграмма, наверное, будет одной из самых лучших. Я на это очень надеюсь. Всех поздравляю и очень рада за нашу автономию. На церемонии награждения была озвучена идея сделать этот конкурс ежегодным. Марина Топал, Сергей Георгиев, Мария Казаку, ГРТ. Новости.